В нашей родной Якутии женщины всегда были представлены так или иначе на вершине власти. Софья Сидорова, Александра Овчинникова, Лилия Григорьева в разные годы успешно возглавляли Верховный Совет Якутской АССР. Тем не менее, в ряду женщин-руководителей Якутии биография Галины Иннокентьевны Данчиковой выделяется какой-то особой целеустремленностью и порядком, четкой последовательностью и внутренней логикой. Она напоминает траекторию взлета лайнера, в котором все делается вовремя. Галина Иннокентьевна родилась в Иркутской области, в селе с красивым названием Хайрюзовка. Мама Клавдия Егоровна была учителем математики, а папа Иннокентий Иванович работал в авиации. В 2 года Галина осталась без отца, и мама Клавдия Егоровна, оставшись с 3 малышами-погодками, приняла решение переехать в поселок Эгехая Верхоянского района Якутской АССР. Там и выросла и окончила школу Галина Иннокентьевна. Моя мама, она на самом деле была очень доброй и скромной женщиной. Женщина, которая воспитала детей самостоятельно одна, не в простых условиях, по тем временам с заработной платой в 90 рублей, и всем детям дала высшее образование. Вот именно то, что мне посчастливилось жить, воспитываться на Крайнем Севере, думаю, что если бы я находилась в каком-то другом месте, то я бы не достигла такого. Вот все, что сейчас у меня есть, мне, конечно, дала вот Арктика, Крайний Север, тем я очень благодарна Арктике. В 1972 году Галина Данчикова окончила Якутский финансовый техникум и начала работать старшим инспектором по бюджету Оленёкского райфинотдела Якутской АССР. Ступенька за ступенькой прошла путь от заместителя главы администрации Верхоянского района, а затем государственная служба. Именно служба на благо всей республики. Как говорит сама Галина Иннокентьевна, я 25 лет проработала в районах Крайнего Севера. Это Оленёкский и Верхоянский улусы. Конечно, годы, отданные этому суровому, но прекрасному краю, останутся лучшими страницами моей биографии. Там я выросла и как профессионал в своем деле. Мы с Галиной Иннокентьевной работаем, взаимодействуем с начала 2000-х. Значит, первые вопросы нашей совместной работы были связаны с компанией «Алроса». Затем, когда Галина Иннокентьевна возглавила правительство, стала председателем правительства, круг вопросов стал гораздо шире. Он стал касаться и вопросов социального характера, и вопросов, связанными с развитием инфраструктуры, вопросов, связанных с программой развития юга республики и многими другими вопросами. Часто бывали в министерстве, пока я был министром финансов. Я наблюдал других финансистов с других субъектов Российской Федерации. Самые деловые всегда отмечали Башкортостан, Татарстан и Якутия. Галина Иннокентьевна была в тройке самых лучших министров, которых Минфин уважал и к мнению которых прислушивался. Естественно, когда деловой человек, знающий человек, финансист, так сказать, с корней, приходит и говорит на высоком профессиональном языке, зная все механизмы и все хитрости бюджетного устройства, то, конечно, его воспринимают как человека, с которым следует разговаривать, с которым надо разговаривать. В то время бюджет Якутии был не такой, как сегодня. И хочу сказать, что, вспоминая те годы, вспоминая ваш напор, вашу настойчивость, ваш профессионализм, который действительно помог, и очень много благодаря этому сделано для региона, который сегодня, в котором вы являетесь главой правительства Республики Саха-Якутия.
Это ответственная должность. Но важно то, что вы прошли школу Министерства финансов, которая дает вам знания, откуда берутся деньги, как тяжело они зарабатываются, как эффективно их тратить. Хочу сказать, что именно руководитель правительства, прошедший финансовую школу, имеющий эти знания, по-настоящему является эффективным руководителем. За четверть века суровый арктический климат выковал из верхоянской девушки Галины Данчиковой собранного и по-европейски организованного управленца. Столь модный сегодня тайм-менеджмент сопровождает Галину Иннокентьевну всю ее жизнь. Как она говорит, у меня всегда есть свой план на неделю. Я человек достаточно собранный и организованный, поэтому сбоев практически не бывает. У меня вообще по жизни синдром отличника. Я всегда любила делать всю работу только на очень хорошо. И я никогда на половину пути ничего не бросаю. Если я что-то начинаю, то я всегда добиваюсь результата. Только поэтому, наверное. Это упорство во мне воспитала моя мама. Системность, ответственность, порядочность, и все получится. Если человек настроен, приучен работать, он так и пройдет всю жизнь свою, работая без конца. Вот. Если он приучен дело свое делать качественно, доводить его до конца, он и будет по жизни идти до конца именно с этими характеристиками. Вот это она в себе несет. Прежде всего, это труд профессиональный, качественный, для пользы. Ничего лишнего, ничего пустопорожнего нет. Поэтому все остальное от этого идет. Я думаю, что не занимаясь она финансами, но в любом другом деле тоже добилась бы очень высоких результатов. В любом случае, по-моему, и по-прежнему, да, вот даже когда проходят разного рода коллегии, встречи на федеральном уровне, всегда Данчикова – это самостоятельная единица, причем с признанным уровнем профессионализма, конкретными вопросами, принципиальностью и борьбой за права республики. Это важно. Когда в человеке видят вот этот настрой, видят его постоянство, видят его стремление решить эти вопросы, оно всегда уважается, но признается, в том числе федеральными органами. Это здорово. Галина Иннокентьевна не была бы сама собой, если бы слова расходились с делами. Так, начиная с 2010 года, все выездные заседания правительства республики проходят в самых проблемных, самых сложных точках республики. Это Черский и Тикси, Зырянка и Чукурдах, Батагай и Устьмая, Сангар и Хану. А принятые на этих заседаниях решения помогают постепенно выравнивать ситуацию, подтягивать развитие отдаленных районов Крайнего Севера к среднереспубликанскому уровню. 2 года назад, это в 2014 году, именно под ее руководством правительство рассмотрело и приняло программу социально-экономического развития арктической зоны нашей республики. И Галина Иннокентьевна в этой части проявила себя мудрым политиком, мудрым руководителем, которая точечно увидела, где большие недостатки, к примеру, Похотск. И вот ее личное решение, что именно этот поселок заслуживает внимания для тех традиционно занимающихся рыболовством людей, построены новые дома, брусовые хорошие дома, котельные замечательные, дизельные станции. И процесс пошел. Сейчас сваи забиты, фельдшерско-акушерский пункт, школа будет строиться и так далее. Вот что, у людей совершенно другое настроение. В Черском, это вот благодаря правительству, этому правительству, новая школа замечательная в этом году мы откроем. Забили сваи под такую же точно школу в Чукурдахе. Идет постоянное обновление котельного оборудования и строятся новые котельные. Я могу назвать только за последние буквально годы Сагынах, Усункёль, Оленегорск, значит, Колымская. Сейчас будет котельная начинается в Хаире, в Тумате, в Плане и так далее, и так далее. То есть это все вот порядок новых абсолютно котельных. Жизнь абсолютно начинается по-новому осмысливаться в Арктике.
Доскональное знание жизни людей в разных уголках республики, огромный опыт взаимодействия как с федеральными органами власти в Москве, так и муниципалитетами, неравнодушие к нуждам простых жителей, дотошность в нюансах и деталях делают Галину Иннокентьевну блестящим профессионалом высочайшего класса. Она далеко не равнодушный человек. То есть, действительно, она воспринимает те задачи, которые стоят перед правительством и перед ней, как перед председателем, очень близко. И любую проблему, любую задачу она действительно внутри переживает. Но исходя из этого и перед нами ставится задача соответствующим образом. Она требует, по сути, досконального изучения этой проблемы и решения до самого конца, то есть до того, чтобы был достигнут конечный результат и этот результат был получен. Ну, второе, это, конечно, то, что ее отличает, это именно профессионализм. Это очень грамотный специалист, который действительно имеет большой опыт и в решении таких государственных задач, и просто в хозяйственной работе. И, исходя из этого, конечно, она требует профессионально подходить к решению этих задач от всего правительства и от каждого из членов правительства. Она всегда проецирует любую задачу на конкретного жителя. То есть не задача в целом, да, не только какой-то макроуровень, но и как это отразится на конкретном человеке, какую пользу конкретный житель республики получит от того или иного решения. Вот любое решение правительства, тогда, когда оно обсуждается у председателя, оно проецируется именно вот так. Мировой опыт доказывает, чем больше женщин во властных структурах, тем эффективнее работает государство. Нашей стране в этом смысле еще далеко до скандинавских стран. Но тенденция последних лет налицо. К управлению в России приходят новые лидеры, целеустремленные и высокопрофессиональные, сильные, яркие и харизматичные женщины. Само их присутствие вызывает к власти больше доверия. Ведь главное для Галины Данчиковой – это процветание родной Якутии и забота о каждом человеке.